Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В ночь с 1 на 2 мая на город Хуарчала обрушился сильный ураган, который нанес значительный ущерб около 100 миллионов рублей. Для матери погибшего добровольца Альберта Агирова собрано 3 миллиона рублей, направленные на покупку квартиры в городе Черкесск. Центр правозащиты российских граждан в Абхазии совместно с культурным фондом «Платформа» провели памятную акцию. Состоялось подписание соглашения между сообществом женщин, воспитывающих особенных детей, с автономной некоммерческой организацией дополнительного образования. В ночь с 1 на 2 мая на город Хуарчала обрушился сильный ураган, который нанес значительный ущерб. Упало до 30 деревьев, сорвало кровли 4 секционных домов. На место выехали премьер-министр Владимир Делба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня. По поручению президента в Хуарчале были начаты экстренные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Репортаж Шазины Ханагуа. Явления природы могут быть непредсказуемыми и опасными. В ночь с 1 на 2 мая на город Хуарчал обрушился сильный ураган. За считанные минуты ветер нанес огромный ущерб. Снес крыши многоэтажек, повалил деревья, оборвал электрические провода. Кадры не передают всей мощи последствий урагана. Стихия бушевала с небывалой силой. Доски, куски кровельного железа рухнули прямо во дворы и на дорогу. Чудо, что никто не пострадал. На момент съемок спиливали поврежденные деревья и убирали остатки старой кровли. Разгул стихии напугал жителей города. Многие из них провели ночь на ногах, не смыкая глаз. Как будто крыша сворачивается, вот такое ощущение было, и она упала где-то, потому что скрежет металла был слышен и с одной стороны со двора, и с улицы. И я не поняла, что, думала, крышу сорвала. Потом этот звук не прекращался, и я уже нафантазировала себе, думала, здесь ближайший гараж во дворе, может его поднять. Такое ощущение было, что я думала, его гараж подняла и прибила к стенке угла дома. В 11 где-то это началось, и где-то продолжалось час. Очень, сильно было, но, слава богу, что быстро закончилось, нас обошло стороной. Крышу снесло и в частных домовладениях. Жители надеются, что им будет оказана необходимая помощь. В доме окна вылетели, боковые 5 окон. Там они старый образец был, но вчерашние стихи, которые ураган был, мы не смогли даже выйти из дома. Если вышли, эти стекла летали прямо на голову на нас. И так слышали голос, чтобы она ломается. И сидели с сыном, сидела вот так и напуганная была. Так очень зло, думала, Богом молилась, клянусь, что быстро что остановился, наверное, 20 минут. И после 20 минут, правда, что это остановился. Это было. И я обратила, сейчас заявление оставила к этому старшему, к мэру города. Пострадавших участков несколько. Одно из деревьев рухнуло на лестницу, соединяющую две части города. Она построена в 1961 году и является кратчайшим пешеходным маршрутом между двумя районами. Ею активно пользуются жители для доступа к административным учреждениям, расположенным в верхней части города. Туристов привлекает ее необычный вид и большая протяженность. А любители активного образа жизни используют для занятий спортом. Еще одно дерево упало на забор памятника погибшим в Великой Отечественной войне и Отечественной войны народа Абхазии. С ночи жители без электричества. Продавцы также беспокоятся о товаре, который может испортиться без света. Все в страхе находились. У меня, например, разорвало и окно, и дверь на балкон от такого сильного ветра. Так что... А вот здесь рядом, вот сзади, вот во дворе у нас. Потому что с этого дома сносила крышу и прямо ударялась об наш дом. У меня например, магазин, света нету, все тает, все портится. И я не знаю, что дальше будет у нас. С самого утра ведутся экстренные работы по ликвидации последствий ураганного ветра. Работы будут вестись круглосуточно. В них участвуют сотрудники УКС, МЧС, местных коммунальных служб. Размер ущерба пока неизвестен. Оценку проведут специалисты. Электроснабжение города частично восстановлено. В течение дня свет должны подать остальным жителям. Сейчас начинаются работы по демонтажу старой кровли, которая была полностью повреждена. Работы будут вестись, по сути, круглосуточно, чтобы не допустить дальнейшего ущерба. Во сколько это обойдется,
какая оценка, сейчас специалисты будут обсчитывать это все. Конкретные задачи, поставленные поручения президентом, даны и Управлению капитального строительства, Министерству по чрезвычайным ситуациям. В ликвидации, разумеется, участвуют и силы коммунальных хозяйств Творчальского района. Очень рассчитываем на то, что мы в ближайшее время восстановим энергоснабжение полностью и дадим возможность жителям продолжать жить спокойно. Вот на сегодняшний день ситуация такая, поэтому о тех событиях, которые будут происходить далее, естественно, будем информировать. Все необходимые ресурсы, силы и средства для ликвидации последствий стихийных бедствий в республике есть, и они достаточны. По предварительной информации, в Тухварчале ветер повалил около 30 деревьев. Пострадало 4 дома. Коммунальные службы пытаются оперативно покрыть пострадавшие от ветра дома. Спасатели разузнают, где какие проблемы. На месте работают и спасатели, и жилищно коммунальное хозяйство, работники. Уже ведутся работы по очистке города, и сейчас срочным образом ищут возможность накрыть дома, потому что погода портится, поэтому ведется работа. Из-за стихии 7 фидеров были отключены. На момент съемок было запущено уже 4 фидера. Здесь, наверное, правильно будет отметить, что мы сейчас работаем в основном по 6 киловатт, это высокая линия. Есть у нас еще очень много вопросов, которые будут касаться по 0,4, имеется в виду по низкой стороне. Значит, главное, мы дойдем до каждого трансформатора и покажем то, что мы уже запустили их. Все остальное, я думаю, к позднему вечеру, если нам удастся сделать, то я буду считать, что мы сделали очень много. Для данной работы были привлечены технические средства Черноморэнерго. В лице генерального директора с самого начала была оказана техническая помощь. Занимаемся мы техникой и всем необходимым, потому что у нас сегодня поставлено. Плюс мы дополнительные силы привлекли со стороны наших населенных пунктов Творчальского района. Электрики приехали сюда, это будет касаться Бедийской, Губедийской стороны, будет касаться Акармарской зоны. Значит, ребята все вместе занимаемся устранением вот этого тяжелого стихийного бедствия. Глава Тухварчалского района Исидор Доча подчеркнул, что последствия стихии очень ощутимы. По предварительным оценкам, ущерб от урагана может достигать 100 миллионов рублей. Шасина Ханагуай, Налгвинже, Абхазское телевидение. Президент Бадыр Агунова встретился с народным артистом России и Абхазии, ректором Щукинского института Андреем Князевым и замначальника управления президента России по общественным проектам Александром Журавским. Глава государства отметил важность укрепления культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией. В Абхазии всегда чувствуют вашу поддержку. Открытие регулярного авиасообщения – это важный шаг для развития сотрудничества. Уверен, что теперь вы сможете бывать в республике чаще, подчеркнул он. Особые слова признательности прозвучали в адрес Александра Журавского. Президент напомнил о его вкладе в реализацию совместных программ в сфере культуры, когда Журавский занимал пост заместителя министра культуры России. Бадыр Агунова встретился с народной артисткой Абхазии, заслуженной артисткой России Алисой Гицба. Президент выразил признательность за ее вклад в развитие искусства и поддержку молодых дарований, в том числе в рамках международной музыкальной лаборатории Алисы Гицба, масштабного культурного проекта, объединяющего талантливых музыкантов из разных стран. Алиса Гицба поблагодарила президента за внимание к ее инициативам и системную поддержку. Tavuk я там совершенно хаосыз харайнук залаги хаслов шарджиага избанамзы шарджиага антас аканчара шубжи взир бот шбазар взир бот харахзы гуахарду хара сейчас еще даст до абсолютно лилияс absolut intelligent, хатарник, простого сцену, антица сцена, хотят хавдудун их его
Ich habe خيار كنا حاولت جود حكوا شيء وتقول زاشة عايزة تزاشة عشان كارك تلا أخذ قلنا إن تدور كультура عم تزوج سكويانا قد شرا يبصو إنش زوج أقازر أوسق تبشر قولي رو تبي تشري شو تقول Очень рада видеть вас на этом посту. И наша с вами дружба, можно сказать, да, уже многолетняя, когда вы были министром культуры. По вопросам пропавших без вести будет сформирован новый состав правительственной комиссии. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Делба на встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста Чингизом Раимбековым и его заместителем Борисом Казанбо. Была отмечена важность продолжения поисков пропавших без вести и сотрудничества в этом направлении. Владимиру Делба также рассказали о других проектах, реализуемых в Абхазии. Министерство энергетики официально опровергает информацию, распространяемую в некоторых информационных ресурсах о якобы отмене или прекращении работы общественного транспорта, связывающего города Абхазии с международным аэропортом Сухум имени Владислава Арзенба. С 1 мая все маршруты общественного транспорта, обеспечивающие сообщения между населенными пунктами и аэропортом Сухум, осуществляют перевозки пассажиров в соответствии с графиком прилетов и вылетов самолетов. Расписание общественного транспорта скоординировано с расписанием рейсов для обеспечения удобства пассажиров, сообщает Минэнерго. Видному государственному деятелю, герою Абхазии, кавалеру ордена Ахтсепша первой степени, военачальнику и полководцу, генерал-лейтенанту Сергею Платоновичу Дбар 2 мая исполнилось бы 79 лет. Руководство Министерства обороны, военнослужащие почтили память героя Абхазии и возложили цветы к его бюсту в Парке Славы. А в Музее боевой славы имени Дбар в Гудауте прошло памятное мероприятие, приуроченное ко дню рождения Сергея Платоновича. Его вспоминали боевые товарищи, друзья. Школьники из родового села Сергея Дбар в память о своем знаменитом односельчанине прочитали стихи. Для матери погибшего добровольца Альберта Агирова собрано 3 миллиона рублей. В эти дни представители благотворительного фонда «Помним» побывали в Карачаево-Черкесии и лично передали Нине Агировой денежную сумму. Напомним, что сбор средств был объявлен год назад. Акция преследовала цель улучшить жилищные условия матери добровольца. Конкретно деньги будут направлены на приобретение квартиры в городе Черкесск. В поездке представителей фонда сопровождала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Джикерба. По традиции, в начале представители благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербай и Ляля Чамагу вместе с ветеранами из добровольческой организации возложили цветы к памятнику воинов, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. Напомню, что 13 человек из Карачаева-Черкесии погибли во время войны 1992-93 годов. Затем они отправились в село Апсуа. Именно здесь живет мать погибшего в Абхазии добровольца Нина Агирова. Хозяйка дома, как всегда, радушно встретила дорогих гостей. От имени абхазского народа матери добровольца передали 3 миллиона рублей. В канун 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии, когда представители благотворительного фонда посещали семьи добровольцев, они увидели, в каком непростом положении находится мать защитников Абхазии. Ее все чаще подводило здоровье. Женщине трудно передвигаться. Маленький гостеприимный домик совсем прохудился.
и некому привести его в порядок. Во время войны в Абхазии в этом доме Нина Агирова приютила беженцев. Одномоментно здесь целый год жили около 20 человек, не считая самих хозяев. В доме нет элементарных удобств, отсутствует отопление. Дочери забирают женщину к себе, но в своем возрасте она уже хочет спокойствия и тишины. Учитывая все эти обстоятельства, представители благотворительного фонда «Помним» решили помочь этой почтенной женщине купить небольшую квартиру в городе Черкесске, чтобы обеспечить ей достойную старость, которой она лишилась, отдав любимых сыновей свободе Абхазии. Стоит отметить, что в этом году 4 февраля Нине Агировой исполнилось 100 лет. وبرينا مدنا بسنرا باركو يدحكو لحالغان حواجلر يرشون ريح الكرغانا خوغزم خمليون كي كورشيت وبري خمليون يتصا فيخزلا ارينا حشتي وبري اوسدو حسيت حيا بخزوت اخا يحيى يرسمجي في اختان اخا يحاش صحتي هاي ساشو سابي غلابدك خمشلي вот да Когда в Абхазии началась война, младший сын Нины, Альберт, никому ничего не сказав, бросил все и отправился воевать. Он был в числе тех, кто первыми пришел на помощь братскому народу. Некоторое время был на Гумистинском фронте, затем отправился на Восточный. Как вспоминают его однополчане, Альберт Агиров воевал храбро. Ему было всего лишь 25 лет. На момент гибели его супруга ждала ребенка. Девочка появилась на свет в апреле месяце. Альберт так и не увидел рождения своей малышки. Остались незавершенными и начатые дела. Он так и не успел построить большой дом, в котором любимая мать чувствовала бы себя комфортно. Фундамент, который он заложил 30 с лишним лет назад, зарос сорняками. Альберт посмертно награжден орденом Леона. Спасибо большое. Всегда внимание. Не зря мой брат погиб там. Оцениваете вы его хорошо. Она просила, она квартиру просила, но сколько люди смогли, собрали, 3 миллиона собрали, привезли. Спасибо вам большое. Ее мечту исполнили. После гибели Альберта его старший брат Заур, которого все называли Арсеном, тоже отправился на войну. Он был инвалидом с детства, без одной руки, и отцом 3 детей. Арсен Агиров был снайпером, дошел до победного конца. Награжден медалью за отвагу. После войны вернулся к себе на родину, но погиб в результате несчастного случая, оставив мать и 3 детей без поддержки. Несмотря на все трудности жизни, потерю 2 сыновей, Нина Агирова не опустила руки. Она не только сумела помочь воспитать своих внуков, но и по-прежнему оказывала помощь всем, кто обращался к ней с блокадной послевоенной Абхазии. Сегодня этот вопрос со стороны Абхазии закрыт. Мы вот сегодня находимся здесь. И поздравления, и праздник вроде бы все равно грустно. Все равно грустно. Еще раз говорю, от себя могу сказать, вот, и Ляле, и Леониду большое спасибо человеческое за их понимание. Еще раз говорю, всему народу Абхазии, который сегодня на себя взял эту ответственность и постарался, чтобы как-то сделать уютнее вот этот солидный, красивый возраст Нины. Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие. По словам родных Нины Агировой, она не падает духом. Несмотря на преклонный возраст, старается никого не обременять. Она искренне поблагодарила всех жителей Абхазии за возможность приобретения квартиры, где она сможет проживать в комфортных условиях. Эсма Джикерба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Центр правозащиты российских граждан в Абхазии совместно с культурным фондом «Платформа» провели памятную акцию, посвященную страшной трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. В этот день сторонники госпереворота и украинские националисты подожгли Дом профсоюзов в Одессе, в котором укрывались представители антимайдана. Жертвами трагедии стали 48 человек, более чем 250 человек пострадали. В памятной акции приняла участие и наша съемочная группа.
2 мая 2014 года стало днем национальной катастрофы для Одессы. В этот день, 11 лет назад, Дом профсоюзов стал местом гибели десятков людей, участвовавших в мирной акции протеста против государственного переворота на Украине. По официальным данным, в результате поджога и обстрела здания погибло 48 человек, а более 200 получили ранения. Эти события оставили глубокий след в памяти города и страны, вызвав широкий общественный резонанс и споры о причинах и последствиях произошедшего. Сегодня, когда пришла молодежь, пришли дети, которые хотят помнить, которые хотят участвовать в этой акции, и действительно это многого стоит. Мы на самом деле очень рады тому, что память, которую мы передаем нашим детям, она будет жива. И самое главное, это память о мирном небе, без войны. Поэтому всем, кто сегодня пришел и принял участие в этой акции, огромное спасибо. Присоединяйтесь к нам все. В Абхазии траурные мероприятия проводятся 4-й год подряд, и каждый раз число желающих отдать дань памяти погибшим в страшной огненной ловушке становится больше. Организацию мероприятия осуществляет Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия совместно с культурным фондом «Платформа». Главная цель – напомнить миру о судьбах пострадавших, о людях, чьи имена были забыты или преданы забвению, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Инициатором этой акции стал мой папа Дмитрий Статейнов. Он первый ее запустил. И вот какой год она уже проводится. Также сегодня очень важный день, ведь помимо данного мероприятия мы запускаем еще 2 другие акции. Это акция «Георгиевская ленточка» и акция «Синий платочек». Церемония памяти стала не только данью уважения жертвам трагедии в Одессе, но и напоминанием о сложных исторических и современных вызовах. Абхазские добровольцы принимают участие в специальной военной операции на стороне России. Они участвуют в различных задачах, включая охрану территории, инженерно-саперные работы и боевые действия на передовой. От всех русских людей, которые сражаются на земле Донбасса, сражались в Курской области, я хочу отдельно поблагодарить республику за героев, за мужественных граждан республики, которые с 2014 года и дальше в составе легендарной интербригады «Пятнашка» защищают земли Донбасса. Выгоняли врага из Курской области. Низкий поклон республике за тех героев, которые продолжают дело отцов наших, дедов, прадедов и сейчас. В рамках проекта были запущены акции «Георгиевская ленточка» и «Синий платочек». Волонтеры раздавали георгиевские ленточки всем желающим, напоминая о важности сохранения исторической правды. В память о жертвах трагедии дети прочли стихи и исполнили всеми любимую песню военных лет «Катюшу». В завершении траурного митинга участники запустили в море 48 бумажных корабликов по числу жертв трагедии в Одессе. Кундашова, Камила Джопу, Абхазское телевидение. День открытых дверей провел физико-математический факультет АГУ для старшеклассников сухумских школ. У будущих абитуриентов была возможность получить информацию об образовательной программе «Физика» и условиях поступления в этом году. Как прошла встреча, расскажет Алика Трапш. Физико-математический факультет АГУ ежегодно весной проводит День открытых дверей для старшеклассников сухумских школ. Цель мероприятия – ознакомить выпускников с технической базой кафедр общей и прикладной физики, а также со специализацией геофизика и ядерная физика. Декан физико-математического факультета Ниаз Бипачули рассказал об истории факультета, образовательных программах, бесплатной математической школе, научных достижениях и организации учебного процесса. Мы готовим специалистов по 3 направлениям. По прикладной математике, по математике и по физике. Достаточное количество мест, там по 20 мест на каждом. Правда, прикладная математика более платная, а остальные бесплатное обучение. Мы вот здесь организовали для учащихся
которые идут на физико-математический факультет, бесплатные по субботам. Лично я занимаюсь уже 28 лет, ни одну субботу не пропускаю. И вот я советую и так далее, кому как и что делать, программу даю и так далее. Кафедра прикладной физики, она сравнительно молодая. В 2018 году только была создана. И создание этой кафедры было связано с необходимостью специализации, написания дипломных, курсовых работ и прочих, приобщения наших студентов не только к педагогической, но и к научной деятельности. Вузы, особенно университеты, они основная часть их деятельности, она связана с исследовательской работой. Поэтому у нас вот кафедра занимается исследовательской работой и подготовкой именно специалистов в основном после вузовского образования. Первый проректор по учебной работе АГУ Роман Бар подчеркнул важность и значимость физики и математики в современном мире. Современная жизнь и цивилизация без знаний физики невозможна. За что бы вы ни взялись. Да вот микрофон стоит, телефон у каждого есть, машины, космос, вооружение, да все что угодно. Это в первую очередь, конечно, физики. Это физики и математики, именно они конструируют и создают облик нынешнего и будущего цивилизации. В советское время в Абхазии были огромные институты, равных которому, наверное, только несколько стран в мире могли похвастаться, что у них есть такие колоссальные по своим объемам исследовательским мощности институты, как, например, физико-технический институт, гидрофизический институт, которые занимались самыми разными направлениями. Организаторами данного мероприятия являются доценты общей физики Ямзе Кишмария и Аида Гицба, а также доцент кафедры прикладной физики АГУ Асида Ахсалба. Вот в специальности геофизика студенты получают квалификацию физик-преподаватель физики и геофизик. Наша кафедра тесно сотрудничает и открыла отдел в Институте экологии. Это отдел гидрометеорологического и экологического мониторинга. Безусловно, данный отдел занимается теми актуальными вопросами, которые связаны с изменением в окружающей среды. Это и изменение погодных условий, климата и последствия, связанные с этими изменениями. В рамках мероприятия были продемонстрированы виртуальные опыты для учителей, которые они смогут применить на практике в школах. Кроме того, школьники имели возможность презентовать свои исследовательские работы, которые они выполняли вместе с педагогами в течение учебного года. Также они участвовали в экспериментах по механике, термодинамике, электричеству и магнетизму. Помимо этого, для них была проведена экскурсия по лабораториям кафедр. В целом, День открытых дверей предоставил абитуриентам информацию об образовательной программе «Физика», условиях поступления в 2025 году и возможность пообщаться с преподавателями и студентами. Аля Катравш, Абхазское телевидение. 2 мая свой 85-летний юбилей отмечает Заур Семенович Барцет, заслуженный юрист Республики Абхазия, старший советник юстиции, кавалер ордена Ахтепша 3-й степени и заведующий кафедрой уголовного права и процесса АГУ. Юбиляра поздравил ректор АГУ академик Олег Гварами. Ректор выразил ему глубокое уважение и признательность за выдающийся вклад в развитие юридической науки и подготовку высококвалифицированных кадров и пожелал крепкого здоровья, благополучия и долгих лет, согретых любовью и заботой близких. В ресурсном центре «Проспект» состоялось подписание соглашения между сообществом женщин, воспитывающих особенных детей «Особенная я» с автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Хурма». Проект, направленный на поддержку и развитие детей с ограниченными возможностями, реализуется благодаря поддержке Фонда президентских грантов России. Гунда Шоу расскажет детали.
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов России у многих некоммерческих фондов появилась возможность проводить различные полезные проекты в стране. Один из них «Музыка нас связала» – это очередной социальный диалог между Россией и Абхазией, направленный на социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект о том, что именно музыка, именно сценическая деятельность может помочь детям с инвалидностью реабилитироваться и, самое главное, социализироваться. А социализация дает возможность самим детям и их семьям стать счастливыми. А наши творческие встречи, наши занятия проходят в гибридном формате. Это онлайн-встречи. Весь апрель мы занимались с коррекционным преподавателем, с педагогом по вокалу, а также наш психолог активно взаимодействовал с родительским сообществом. Сейчас мы находимся здесь, в Республике Абхазия, потом мы снова уедем, у нас будут онлайн-занятия, и все летние месяцы мы уже проведем здесь непосредственно с командой преподавателей и в тесном контакте с детьми и их родителями. Сообщество женщин «Особенная я», воспитывающих особенных детей, было создано Тамарой Басария в марте 2022 года. С помощью организации женщины из разных концов Абхазии поддерживают друг друга, делятся полезной информацией и проводят совместные мероприятия. Сегодня мы обсуждаем вопросы, связанные с развитием потенциала детей с ограниченными возможностями, молодежь с ограниченными возможностями, их дальнейшее развитие в творческой стези. Мы подписали договор о сотрудничестве. Наши гости сегодня – это психолог и преподаватель музыкальной академии, проводят мастер-класс по творческому развитию. Дети очень заинтересованы, всем очень интересно. Родители с нашего сообщества откликнулись все очень хорошо. Мы очень ждали подобного мероприятия. Соглашение предусматривает комплексную программу, включающую образовательные, развивающие и социально-адаптационные мероприятия. Академия предоставит экспертную и методическую поддержку в организации занятий, тренингов, мастер-классов для детей и их родителей. Особое внимание будет уделено обмену опытом и лучшим практикам в области образования и социальной интеграции особенных детей. Проекты, ориентированные на особенных детей и их родителей, играют важную роль в улучшении качества их жизни. Они часто включают в себя мероприятия, направленные на интеграцию особенных детей в общеобразовательные учреждения, спортивные секции и другие социальные группы. Это способствует формированию толерантного общества, где каждый ребенок имеет возможность реализовать свой потенциал. Моего мальчика зовут Леушка, он у меня с синдромом Дауна, я его сестра старшая. Все свое свободное время провожу с ним. Этот проект дал безумную, так скажем, веру в его дальнейшее развитие. Он у меня очень адаптированный в социуме, любит петь, очень творческая личность, поэтому я считаю, что этот проект даст ему колоссальные возможности и в первую очередь сделает его очень счастливым. Реализация данного проекта станет важным шагом в создании инклюзивной среды в Абхазии. Участники встречи не только продемонстрировали свои таланты, но и получили памятные подарки. Кунда Шоу, Налач Хинджерия, Камила Джопо, Абхазское телевидение. 5 мая в Музее боевой славы имени Ардзенба откроется выставка «Кино Победы» с экспонатами Музея кино. На выставке представят фотографии, плакаты, рукописи и копии оригинальных предметов из фондов музея. Главным акцентом выставки станет кинематограф, созданный в годы Великой Отечественной войны. В Музее боевой славы выставка будет проходить с 5 по 9 мая, после чего с 13 мая по 30 июня будет экспонироваться в Национальной библиотеке имени Папаскир. С понедельника, 5 мая, мы начинаем показ слайдов участников Великой Отечественной войны, выходцев из Абхазии. Слайды подготовлены Музеем боевой славы имени Ардзенба. А в завершении выпуска расскажем о погоде. В выходные дни, в субботу и воскресенье дождь, гроза и туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 12-17 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Ам Шипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.